Всем привет, ребят! 23 ноября, если не ошибаюсь. Сегодня на улице минус 9 градусов. Смотрите, мы с Туланом сидим в УАЗике. Сейчас поедем на первую избу. Будет поход с ночевкой. Взяли с собой рыболовные снасти и оружие. Будет охота, рыбалка, ну и быт у избы. Так что всем приятного просмотра. Давайте съездим, посмотрим, что и как. Не знаю, сможем ли доехать, потому что у нас ремонт дороги там таежной идет. Может, мост разобрали через таежную речку. Все буду снимать и показывать. Все, едем. Да, Тулан? Там я вижу яркий свет. Там вахтеры, лесорубы. Стоянка, наверное, их нет. Даже лесовоз там стоит. Как ни странно. В середине дороги остановился, не понимаю. Загрузили валочные. Но. Что, не собирается уехать, что ли? Ладно. Поедут. Чуть-чуть не влезаю. Но успокойте. Тула, огаму на них че? Да. Вон она, какая техника. Это не валочка, это чем. Ну все, успокойте. С ума сошел. Ну, о беседке я рассказывал. Вот тут беседка, вон она. Тут еще. Тут еще отвалочная. Или экскаватор стоит. А делянка с левой стороны. Да, экскаватор стоит. Так, ребят, я попробую. Не знаю, получится, нет. Может, дороги нету. Напрямик по Зимнику поехать. Но тут вездеход стоит. Ну, похоже на шерп. Танк, я не знаю, на что похож. Подъезжаю к мосту. Интересно, там разобрали или нет. Вот в чем вопрос. Мост стоит. Мост старый. Сейчас собаку отпущу, тут уже недалеко. Блять. Все, ушел. Сапоги, боюсь, порвет, блин, когда бежит. Ну тут еще ничего не сделали. Будут ремонтировать, как мне сказали, этот мост. Даже не буду спереди как раз брать. Конечно, жалко, что это уже старый гнилой мост тут. Ну, думал, что новый построят. Не знаю, что-то надежды никакой нету. Вроде как хотят здесь что-то переделывать. Но новые не хотят строить. Вот так. Вон там мой БТР стоит. Сейчас поедем дальше. Собака уже отсюда будет бежать. Тут осталось километра 3, наверное. Максимум. Вон он летает. Между прочим, волки пришли к нам. Не знаю, бля. Риск тоже с собакой сейчас ходить по тайге. Дорогу уже там бульдозера дальше пошли там выше нашей избы, так что дорога капитальная сейчас, можно ездить на Жигулях. Справа можно ездить, и вот я налево поверну. Тут
тоже сырое место. Очень сырое. Вон как выкопали тут капитально. Ничего себе. Сейчас остановлюсь. Мне хочется посмотреть на это, ребят, показать вам, как сырое место суша. Конечно, темно сейчас пока. Ну вот, канаву, что слева, что справа, вон. Лед такой, толщина где-то 20 сантиметров. Вырыта канава вся. Да, тут тоже вот я много раз уже вам снимал, показывал, что очень, ну, все время вода стоит. Пипец вырыли. Нормально работает, мужики. Все красиво. Ну вот, сейчас я буду заезжать. Не знаю, там тоже все вырыто. Как я заеду. Мост порвать тут. Что-то. Нормально. Мягкая земля. Я думал, тут этот капитально стоит. Вот здесь, наверное, проскочу. Лесы я вижу уже. Такой зимний пейзаж на улице. Следы или волк, я не знаю, кто тут бегал. Чьи-то следы я вижу, вон. А может, Дурлан уже успел сюда заходить. Может, следы собак. Тут свежие следы. Да, тут лиса, наверное, бегают. Совсем свежие. Вот подъезжаю уже к избе. Блин, так и не рассвело. Что-то я чуть-чуть рано, наверное, приехал. Но ничего страшного. Сейчас затопим печку. Будем обживаться. Еще рядом с избой вот бегает лиса. Ну вот, приехали. Челом таракарка. Все. Мы на месте. Изба стоит. Надо там сперва закрыть все. Я и забыла после осенней охоты закрыть. Обычно я после осенней охоты закрываю. Беседка на месте. Все как обычно. Ой, бля. Замерзла еще. Челом таракарка. Лечь уже не шатчины. Мышка сидит. Картошку надо выкинуть. Картошка вон вся замерзла. Старая картошка. Вон машинных помета сколько. Челом здорово, каркалей винишотчины. Так, ну что, ребят, я вот смотрю сразу и вижу, что на этой иней, сколько инея. Вон. Будет все капать. Так что
Не очень приятно. А тут, смотрите, что творится. О, ужас. Это ужас какой-то. Они тут продукты начали грызть. Вот что значит мне убрать продукты. Вон они. Короче, не очень приятная картина. Это все придется. Если остатки макарона остались, собаки, но, короче, все съели. Ты смотри, что делается. Фу, блядь. Неприятная картина вообще. Это видеть, конечно. Жесть. Сколько мышей тут. Ночка будет сегодня капитально там. Мыши будут атаковать меня. Мышеловку сюда занесу. Так, в первую очередь затоплю печку. Ну и чайник поставлю, чай вскипятим. Попьем чай и сразу же на рыбалку сходим. Сегодня будет рыбалка у меня. Да, мыши, конечно, тут пируют капитально. Теперь живого места нету. Лед примерно 15 сантиметров. Здесь течения нету. Лед толстый. Самый простой способ добычи воды. Кружкой так набираешь. Не надо большую лунку бурить и рыбать. Так, посветлее, повеселее будет. Так. Фу, на столе не так много этого говна. Это хорошо. Потом вытряхну, на улицу вынесу. Основное на улице вытряхну. Жесть. Я не знаю, что происходит тут. Видно очень много мышей. Фу. Ой, разовые скатерти, как всегда. Tulla nospoi.
избушка буквально за 10 минут стала уже. Но у меня дверь вообще открыта, потому что я в теплой куртке. Горка 3 Исландия. Сегодня тестирую тоже поход, первый поход. Ну, как бы второй уже. Первый у меня от чела был. Сегодня холоднее, сегодня 9 градусов. Мне очень тепло, жарко. Буду рыбачить днем, посмотрим, как себя покажет. Так, шапку взял, запасную это. Может час одеть. Так, это хлеб сейчас буду есть. Такой шматок сала, как бы грудинка копчено-вареная. Ружье взял, может на охоту схожу. С собой буду брать сало. Это на улицу. Ищем сахар, не знаю, есть, нету. Еще привез. Вот такой сахар. Русский сахар всегда беру. Русский сахар. Я другие сейчас сахарные пески пока не покупаю. Котлеты. Котлеты рубатка, ребят. Вон, 7 штук. Кто-то мне в комментариях писал, что рубатки непонятно из чего готовят. Конечно же, я соглашусь. Откуда тут мясо на... Он вкусный. Я ем. Живой, здоровый. Так, это вторая буханка. Просто я не знаю, на сколько дней я сюда приехал. Готовить сейчас не буду. После рыбалки буду готовить. Один сегодня точно, наверное, буду варить. Так, картошка на суп. Картошка обязательно. 2 банки таких консервов. Мясо цыпленка. Тоже вот такой суп. Самое это. Вы уже должны знать, понимать, что я не заморачиваюсь с едой. Самое простое готовлю. Ну вот и все. Весь набор сегодняшний. Тут у меня еще будет печенье вот такое. Взял из светофора. Или с маяка, не помню. 2 таких дешевых магазина в Сыктывкаре. Вот такой. Крекер, наверное, какой-то. С отрубьями даже. Будь здоров, с отрубьями. Очень хороший, хрупкий такой. Вкусный. Так, подводную камеру взял. Сегодня буду рыбачить подводной камерой обязательно. Так, опарыш надо, чтобы не забыть. Опарыш. Тут у меня сразу карман. Между прочим, в куртке карман вообще удобный. Он глубокий. Сейчас я камеру туда закидывал вообще. Вот это мне понравилось, что он очень глубокий. Вон. Сколько. Так что плюсы есть у меня. Сюда положу. Так, тут варенье. Остатки никак не можем доесть. Это из черной смородины. Надо сегодня чай с ним буду пить. Взял такой, как сказать, гель для мытья посуды. Здесь оставлю. Тут еще у нас получается что? Так, этот стакан тоже отсюда. Здесь тоже оставим. Термос. Так. Вот она. Сейчас дошел. В прошлый раз на прямом эфире я на будни Олега на втором канале я рассказывал, что я купил для собаки консервы. Буду варить из него. Вон такая банка. Я не знаю, сколько грамм тут. Мне сказали там 350 в комментариях. Надо было свежее мясо брать. Выгоднее. Что-то я не увидел. Сколько граммов тут? Фу. Что-то нигде не написано. Не написано. Ну вот, если сравнить, вот, обычная консервная банка, а это 1,5 раза больше. Это стоит в оптовых складах где-то 100 рублей, минимум 100 рублей.
Ну, вот где-то около 100. А это большая банка в светофоре 87 или 80 с лишним рублей. И для собаки я взял несколько банок пробно. Если нормально, буду еще брать. Ну и еще вот такие овсяные хлопья для собаки. Это кашу я сварю ему. Так что он будет сыт, доволен. Так, ну и еще что тут у меня? Стакан. Опа. Вырубилась. Стаканы привез. И сейчас я, наверное, вот, может быть, разбавлю вот это, бич-пакет. Это тоже из светофора. Первый раз взял. Ни разу оттуда я бич-пакеты ни разу не брал. Обычно я Ролтон беру. Взял пробно 2 штуки. Надо попробовать. Он 40 рублей. 40 рублей он в этом, как сказать, в светофоре. А в магазинах где-то рублей 60, наверное. Примерно, ориентировочно. Ну, все показал, что я привез. Больше ничего нет, там пустая коробка. Много всего для съемок, гаджеты. Это вполне достаточно. Все, сейчас я буду завтракать котлетами, может, бич-пакет заварю. Потом уже к вечером я буду варить суп. Все, мышеловку надо, блин, это, как сказать, тут установить. Потому что мыши тут, мыши тут лютуют, вообще жесть. Так, этот хлеб куда-то надо повесить. Чтобы мыши не достали. Чтобы мыши не достали, ребят. Вообще очень много мышей, честно говоря. Вот, ждем, как закипит чай. Ждем рассвета. И позавтракаем. Сразу же пойдем на рыбалку. Куда же это я поставлю? Хлеб-то. Ребят, утепляюсь, снега нету вообще. Но я сейчас где-то снег 3 сантиметра, наверное, ну, местами 5. Закрыл нижний венец, закрываю снегом и думаю, чуть-чуть, но хоть немножко будет теплее. Потому что у меня там открыто сантиметров 10, наверное. Ну, мои зрители это все прекрасно помнят, знают. Смотрите, какая самодельная лопата. Это еще дед у меня делал лопату. Знаете, сколько лет этой лопате уже? Я после армии, до армии, после школы до армии полгода работал в котельной зольщиком. У нас на дровах котельная возле детского сада. Я там, так, подожди, обманываю, центральная котельная недалеко, ну вот рядом, недалеко от церкви, нашей церкви, где храм построили. Там внизу Подгорье центральная котельная была, у лесопункта. Вот туда я дрова затаскивал, золу убирали, дрова затаскивали. И там были, как сказать, дрова из Ощины привозили, из Ощины. И из этой Ощины, могу гулять. Тула, могу гулять. Из Ощины дед сделал вот такую лопату. Это память, наверное, еще от него осталась. Вот. Я помню, даже он приходил за материалом.
Вот. Ну, примерно так уже, вон, смотрите, как расцвело. Хорошо. Уровень воды где-то на полметра выше летнего сейчас в данный момент. Но, как сказать, вода уходит. Лед уже вот так возле берега так завис. И видно, что вода ушла. Вот, где-то сантиметров 15 толщина льда. Чтобы не забыть, мне надо обязательно это сено на УАЗике увезти домой. Потому что это сено пойдет на подстилку тулану. Сейчас морозы ударят. Вон он как бегает резво. С ним все хорошо. Активно бегает. Жизнь здоров, собака, все нормально сейчас. Вот что значит вовремя прокапать. Ребят, как бы там ни было, года 2, наверное, я уже мучаюсь. Осенью его, оказывается, кусают клещи. Клещи какие-то насекомые. И зимой он страдает. Он очень вялый. Очень вялый. И в прошлую осень пришлось, в прошлую весну, к весне, вообще он думал, я не знаю, что-то с собакой. А там подкожные клещи, подкожные паразиты, вернее, его замучали. Это осенью откладывают и яйца вот на охоте. Как сказать, таежные вот эти насекомые. И под кожей они размножаются. Так что лучше осенью. Барс я в эту осень я и летом прокапал, капли барс покупал. Как видите, собаке это очень даже помогает. Вот. Ну все, утеплились, все хорошо. Ждем снега. Снега еще навалит очень много. Все закроем полностью. Мышеловку установил в кладовке. Здесь это мышь, уже сами мыши тоже начали есть этого мыша. Короче, ганнибалы. Ну, примерно так. Вот так начинается первый день. Конечно же, первый день тоже очень много. Чайник закипел. О, чайник закипел. Сейчас я заварю этот бич-пакет, попробуем. Первый день у меня уходит очень много времени на вот эту бытовуху. Когда хорошо, что железная печка очень быстро греет избы. Это сейчас в данный момент меня очень радует. Иней прошел. Быстро все высохло, ничего не прокапало, ничего. Просто испарилось. Мало инея было, но вот этот материал, чем я обшивал, иней образуется. Имейте в виду. Посмотрим, 40 градусов, как себя покажет. Много раз еще приедем зимой, будем тестировать, что будет происходить. Там еще котелок поставил, это для тулана уже. Лапша жестче. Приправа чуть-чуть сладкий. Но есть можно. Есть можно и вкусная пауза. Лапша со вкусом курицы. Big Lunch написано. Я никому не рекомендую и не советую. Это уже дело ваше, каждого. Пойдет. Такой быстрый завтрак у меня. Ну и котлеты рубатки. Вот такой завтрак. Можно есть. Сейчас чай с вареньем еще попью. Чтобы не забыть. В избушке тепло. Хорошо.